изменение Конституции. Вот как вы лично относитесь к тем предложениям по ее изменению? Меня уже в WhatsApp спрашивают, я с утра эту дискуссию уже веду. Народ, пойти ли голосовать вот на это выборы? Я говорю, если там есть пункт против, тогда идите, дадим шанс последней лояльной власти. Если там нету пунктика этого, что против народ, не идите, бойкотируйте этот процесс. Но мы дадим последний шанс, когда, если там пункт есть, что против народ, да? Но если они будут опять махина, мне так и написали, но они все равно будут спекулировать. Придут люди против, не против, все равно. Я говорю, это значит, все, они против себя будут. Это все на себя, это им приговор, говорю. Потому что шило в миске уже не утаишь. Все равно все узнают спекуляции ихние. И это еще более мощный взрыв будет. А зачем Путин решил менять Конституцию? Может, он думает, что ему это поможет? Он думает, что поможет, а мы думаем, что нет. Хоть он там царем вечным станет, уже все, ход истории не поменять. Ход истории не поменять. А вообще какие-либо изменения, чтобы улучшить Конституцию, требуются или нет? Конечно, кардинально надо поменять Конституцию. Высшая власть в России должна быть народное собрание. И ей должны подчиняться все государственные структуры, все государственные чиновники, начиная от президента до последнего участкового и учителя. Просто надо сделать так, конституционно, что народное собрание – это высшая власть в России, это экстренный вид власти. Когда все нормально, все идет по закону, Конституции, пусть правит президент, парламент, конституционные суды, все работают для блага государства, чиновники правят нами нормально, все. Но когда опять вот как сейчас ситуация настанет, если бы по новой Конституции так и было бы, сейчас бы народное собрание собралось бы экстренно, и все, отменило бы все эти неправильные законы. Вот смотрите, там очень тонкий момент в поправках касается государствообразующего народа, что Путин предлагает сделать государство образующим народом русских. Это вызывает у людей разные мнения. Ну, считается, что русские в своей стране, живя, не имеют собственной страны. Вот, а Путин, он хочет как бы укрепить положение русских, чтобы у русских была своя страна. То Якутия, страна якутов. Вот это и разжигает межнациональную рознь. И это им шило в миске, это им дубина обратно вернется. Такая национальная, межнациональная рознь начнется из-за этих слов. Мама, не горюй, разделяй и властвуй. То есть вы думаете, они специально это делают, чтобы пока идет такой период, чтобы люди между собой начали? Конечно, между собой, между нациями, между собой, личностями разбираться. Мы стали думать об экономике, а стали думать, что всем виноваты. Да. А русские стали думать, что всем... Да. Это идет у них специальная программа сеять межнациональную рознь. В этом думают они спасение. Не спасутся они. Не спасутся. Верите, что народ мудрый, и он... Конечно, не поддастся. Все нации, все народы равны перед Богом. Все.